Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. В какой сфере жизни ждать перемен в ближайшие 3 месяца? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, но я вижу 2 сферы. Сфера личной жизни и сфера по финансам, да, финансового благосостояния. Ну, давайте начнем с личной жизни. Здесь какие-то невероятные крутые перемены ждут. Ждут как и тех, кто уже в паре, в браке, так и тех, кто, как говорится, в гордом одиночестве. Вот как жизнь перевернется, просто перевернется. Но к лучшему меняется, однозначно к лучшему. Смотрите, к исполнению идет, к исполнению вашего желания и мечты. Каждый из вас о чем-то мечтает, вот что-то себе представляет, что-то для себя загадывает. Смотрите, будет так, как вы мечтали, плюс еще какой-то бонус. То есть мечта желаний исполнится гораздо ярче и обширнее, чем как бы было заказано, да? Чем было загадано. Вот что у вас идет. Так, для тех, кто сейчас в отношениях, и у вас что-то не клеится, не ладится. Ну, одни постоянно ругаются, ссорятся, тут воюют с друг другом, а у других наоборот, какая-то остуда прям пошла. Усталость, остуда, прям не хочется, понимаете, противно, не хочется. И вы себя чувствуете как вдовой при живом муже, и то тому мужчине не пойми, что ему надо. Вообще просто ужасные отношения, тяжелые, вот эмоционально тяжелые. Ну а для тех, кто ругается, тут даже говорить не о чем. Тут прям уж ненависть чувствуется, желание отомстить, вот что-то прям порвать, покромсать, да, что-то кому-то прям доказать. Вот смотри, да, смотри, ты был неправ, нет, ты была не права. Пусть тебе будет больно, нет, пусть тебе будет больно. Ну, война войной получается. Значит, мои хорошие, здесь у вас, ну, как промысел Божий, не знаю, как это правильно назвать, но идет какое-то вмешательство извне, судьбоносное вмешательство, какая-то возникнет проблема. Вот правда, да? Проблема, либо ситуация, которая потребует и вашего внимания, вложения, и внимания, вложения вашего партнера. Вы забудете о своих этих там неудовольствиях, вы забудете о своих претензиях, вы забудете о там обидах, и вы вдвоем, спина к спине, работать над этой проблемой, либо работать над этой ситуацией. Это не критично. Вот честно, чтобы вы тут в обморок не падали, там, не боялись, это не критично, но это идет необходимость. Необходимость вместе решать, делать, и один не справляется. На двоих дается. Вот смотрите, в работе, в процессе вы не только помиритесь, но вы на друг друга взглянете другими глазами. Поймете, что вот без этого человека я бы не справился. Либо без этого мужчины, ну, я бы пропала, да, я бы сама ничего не смогла. Вот. У вас идет и примирение, и восстановление, и обновление в ваших чувствах, в ваших эмоциях и в ваших ощущениях друг от друга. Заживете. Заживете лучше, чем прежде, да? Лучше даже, чем молодые годы, в моменте там, знакомства. У вас такая романтика пойдет, да, у вас тут такие разговоры глубокие, такие признания серьезные. Ну, милота одним словом. Ничего, и помиритесь, и жить будете, никуда не денетесь. Так, здесь, кстати, женщина у меня есть, которая между 2 мужчин выбирает. Но я так понимаю, что вы в паре, в браке, и еще у вас как любовник есть. Смотрите, ваш любовник — это пустоцвет. Мне здесь четко показали. Я понимаю, что вам неприятно это слышать, но
ваш муж, да, либо ваш постоянный партнер, он за вас, ну, и за муки готов принять, да, он может вам дать вот прям все и сразу, весь мир кинуть к вашим ногам. А любовник, он только лишь, ну он, да, он красиво говорит, он там может быть какой-то нежный, там ласковый, ну не более того, девочки. Жизнь, она ведь не только постель. Он абсолютно ненадежный. Он, как, знаете, этот ветерок весенний. То подует, то пропадет. Да, и постоянно направление меняет. Не спешите вырубить ваши отношения, губить ваши отношения. Присмотритесь вы к этому любовнику. Задайте ему наводящий вопрос. Либо проверьте его, да, попросите что-то для вас сделать. Вы же сразу убедитесь, что любовник ваш вот и нету. Потому что он ни на что не способен. Да, в радости в постели он может вам предоставить. Да, он может там вам рассказать какие-то сказки, как это Шахерезада. Но не более того, девочки. Не губите свои постоянные отношения. Присмотритесь к любовнику и присмотритесь к своему постоянному партнеру. Так, для тех, кто вот в гордом одиночестве, мужчины и женщины, для вас вот прям разнится информация. У мужчин идет женщина старше вас по возрасту, именно старше, и именно по годам. Но выглядеть она будет, ну, лет на 10 младше, чем вы. Вот серьезно вам говорю. Женщина умничка. Женщина, знаете, как жизнь в руках свою держит. За ней люди серьезные стоят. Она не простая птичка. У нее вот прям бэкграунд, я вам скажу, серьезный. Может быть, не из простой семьи. Может быть, она в жизни там карьеру построила, да, там с важными людьми на короткой ноге находится. Ну, прям шикарная. Вы знаете, она настолько вас полюбит, а вы ее, она никогда ничем вас не обидит, не упрекнет. Никаких, вот знаете, даже грубого слова в ваш адрес не скажет. Она настолько интеллигентна, настолько интеллектуальна, настолько хорошо воспитанная. Она вам заменит, знаете, вот прям всех женщин разом. Ну вот, настолько вы будете с ней счастливы. Ну, красота, просто красота. Да, она старше, но поверьте, этого никогда не будет ни видно, ни заметно. И у вас даже мысли не будет возникать, что, господи, она старше меня. Нет. Что касается женщин. У женщин, смотрите, у вас мужчина, вот возраст не могу сказать, но мне идет, что он молод душой. Ну, молод, да, душа ребенка мне тут показана. Доброта, открытые глаза. У мужчины сильные руки. Смотрите, у одних отыграется, что он действительно вот прям качок, сильный человек, либо в руках власть держит. А у других отыграется, что он руками работает. И его сила в его руках, в его мастерстве. Вот, хороший человек, положительный. Дома, смотрите, у него как два начала. Дома он тихий, спокойный, покладистый. Но в делах, в работе это лев. Лев, царь зверей. Он прям рвет всех. Кстати, возможно, и знак зодиака у него лев. Да, либо он принадлежит к огненному знаку зодиака. Интеллектуал, но какой-то узконаправленный. То есть у него есть какая-то одна тема, в которой он очень хорошо разбирается, и его как ничего больше не интересует. Но это не проблема, девочки, это абсолютно не проблема. Это такая особенность человека. Так, по характеру. Ну, я уже сказала, да, тихий, спокойный, но его нельзя выводить из себя. Нельзя. Он может психовать, он может, знаете, как убегать. Он не будет там бить посуду, ломать мебель, нет. Он просто возьмет и убежит на несколько дней, да, пока в себя не придет. Это вот особенность его характера. Очень дружелюбный. Если у вас есть дети, да, он с ними подружится. Он не только им папой станет, но и лучшим другом. Хороший мужчина идет, хороший. Кстати, у кого-то идет прям иностранец. У вас он прям дорога с ним куда-то уходит далеко, в какие-то новые края, там, где вы раньше не были, да, может быть, даже какая-то экзотика, что в какой-то стране экзотично живет. Но в любом случае, девчонки, тут любовь, тут преданность, здесь и страсть, все в одном флаконе. Очень хорошие отношения вас ждут. Ну и законный брак, да, законный брак тут прям по-другому быть не может. Если вы против законного брака, ну он вас уговорит. У вас все идет через штамп, через печать и вот через оформление. Так, все будет хорошо, не переживайте, не переживайте. Так.
Девочки, кого мужчина обидел? Вы никак не можете отпустить эту обиду. Вы все думаете, да, почему это произошло. Себя вините, его вините. Тут небеса вините. Тут мысли просто сумасшедшие. Вы ведь жить не можете, пока вы с этой обидой живете. Вам хочется ему что-то доказать, либо отомстить. Смотрите, что я вам скажу. Его за вас высшие силы накажут. Да, вы руки пачкать не будете. Месть придет свыше этому человеку. Не вы, но другая женщина за каждую вашу слезинку ему отомстит. Сейчас вы его ненавидите, но в будущем будете даже вот с сожалением о нем думать, вспоминать. И говорить: ой, бедный, да? Не, он, конечно, сволочь, но бедный. Досталось ему. Будет, девочки. Вот когда с ним это произойдет, у вас вот эту боль, эту обиду как рукой снимет. Вы успокоитесь, вы жить начнете. Жить, понимаете, вы преобразитесь. Вы красоткой станете. Будете окружены большим вот количеством мужчин, вниманием от этих мужчин, комплиментами. У вас вот появится, да, пусть не сразу, но со временем появится желание опять общаться, опять встречаться. Вы опять будете потихонечку учиться доверять мужчинам. Мужчинам, да, вы одна не останетесь. Будет рядом с вами. Знаете, какой будет рядом с вами? Сильный и спокойный. Вот такой мужчина будет рядом с вами. Все нормально, эта боль пройдет, она утихнет. Знаете, как всему свое время. И возмездие вашего этого нехорошего бывшего обязательно настигнет. Так, теперь давайте пойдем по финансам. Финансы. Но здесь у кого-то прям яма, дырявые карманы, нужда и даже вот какое-то отчаяние по финансам. Отчаяние. Что-то вы делали, не получилось. Что-то рухнуло. Может быть, знаете, как пытаетесь работу найти, не можете. У вас там долги, на кого-то надеялись, тоже как-то там не выгорело. Ну вот, пустые карманы, видите, человек так руки разводит, карманы абсолютно пустые. Тут какое-то действие идет, какой-то рецепт, какое-то действие. Может быть, вам следует провести какой-то обряд на денежку, на привлечение денежки, на то, чтобы найти работу, на то, чтобы выйти в стабильность. Может быть, вот смотрите, как я вижу, да, вы либо сами должны молитвами просить, либо вы должны через, например, мастера, да, что-то сделать. Какое-то действие требуется. Но это для тех, у кого кредиты, долги и работы нет. Вот лично я, как мастер, могу вам всем посоветовать читать Псалом 112. Читать его 22 дня. Читать, смотрите, сейчас подход даже вам скажу. Женщины читают в женские дни, то есть это у нас среда, пятница и суббота. Мужчины читают в мужские дни. Это понедельник, вторник и четверг. То есть в воскресенье никто ничего не читает. То есть получается 3 раза в неделю. Как его читать? Читаете «Отче наш», а потом Псалом 112. «Отче наш», Псалом 112. И так 9 раз. 9 раз «Отче наш» чередуется с 9 разами этого 112-го псалма. Он маленький, коротенький, Господи, там и читать-то нечего. Просто попробуйте. Не начинайте сейчас, дождитесь, пока будет новолуние. С новолуния начинайте. Вот первый день новолуния пропустите, а потом уже можете начинать. Еще раз повторю. Женщины в женские дни, мужчины в мужские дни. 22 дня. Не по порядку 22 дня, а именно вот в свои дни, мужские и женские дни. Попробуйте. Хороший способ, хороший метод, и он всем помогает. Пусть не так быстро, но тем не менее помощь придет. Если вы знаете хороших специалистов в доступности, да, вот кто рядом с вами находится, обратитесь. Я вижу, что у вас вот после какого-то действия, да, вот прям все наладится. Так, и еще. Вижу благородного человека. Благородный человек — это может быть как конкретный человек, так и, например, какая-то организация. Кто вам окажет помощь, кто окажет вам поддержку, защиту предоставит, работу хорошую, да, даст, может быть, там какую-то отстрочку. В общем, идет вам содействие, да, либо от конкретного человека, либо организация вам посодействует. Ну вот прям благородно это все идет. Благородно, на пользу. И знаете, как критический момент вы переживете, а дальше у вас все наладится.
Так, еще момент вижу. Вижу момент у тех, кто прям ну совсем все потерял. Человек, что имел, то и потерял. Не знаю, за долги забрали, либо еще какие-то случаи произошли. Ну, потери, сплошные потери, череда потерь произошла. Вы, отчаявшись найти работу, не знаю, свое место в жизни, вы начнете чем-то заниматься. Здесь выстрелит ваш талант, ваш персональный талант, ваша персональная способность. Вы на своей способности, на своем таланте начнете очень стремительно развиваться. Это фриланс, это собственный бизнес. Достигнете больших высот, сами станете очень важным, уважаемым человеком, состоятельным человеком станете. Собственный бизнес идет. Очень, кстати, успешный, продуктивный, я не знаю, с минимальными какими-то вложениями и затратами, но с прекрасной прибылью. Просто прекрасной. Так, для женщин. Женщины уже в возрасте, которые, да, постарше, девочки мои. У вас идет мужчина, седовласый мужчина, мужчина обеспеченный. Мужчину вы этого точно, видели, по крайней мере, да, но кто-то общается, знает этого человека. Он вам будет предлагать свою помощь. Может быть, как все свои сбережения отдаст, чтобы покрыть ваши какие-то долги, либо обязательства, либо он что-то проинвестирует, вложит, например, у него есть какая-то недвижимость, продаст и вам денежку отдаст. От мужчины идет очень благородный поступок, невероятно благородный. Он это будет делать в знак любви. В знак любви, чтобы вы убедились, что он вас любит и ради вас готов на все. Абсолютно на все. Смотрите, если вы не хотите этого мужчину, все равно он за вас заплатит. Да? Заплатит, потому что любит, потому что ему главное, чтобы вы улыбались, чтобы вы были счастливы. Если вы ответите ему взаимностью, вы станете еще в будущем его наследницей. У меня такое впечатление, что он вообще все на вас перепишет, все отпишет. И ради вас, да, и с неба звездочку достанет. Идет этот момент. Как на полном обеспечении будете у этого мужчины. Хороший знак. Вообще вам по судьбе вернуть свое финансовое благополучие. Да, сейчас времена непростые, но у вас все наладится. Абсолютно наладится. У вас вообще все идет кратно тройке. 3 месяца, да, через 3 месяца, через 6 месяцев, через 9, через 12, но точно наладится. И все будет гораздо лучше, чем самые лучшие времена, которые у вас были. Здесь хороший исход. Смотрите, личная, да, любовь, отношения и денежка. Здесь ждите прям самых прекрасных перемен в лучшую сторону. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.